Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пиров. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления со строительством жилых домов для жителей, пострадавших от стихийного бедствия, сдачи в эксплуатацию различных объектов с ходом выполнения указаний и поручений правительства Республики Таджикистан, встреч с жителями с рабочей поездкой прибыл в Хатлонскую область. В селе Новобод, селения Ифтихор района Абдурахмани-Джуми, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился со строительством жилых домов, условиями проживания жителей, пострадавших от стихийного бедствия, и провел с ними беседу. 15 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, целью ознакомления со строительством жилых домов для жителей, пострадавших от стихийного бедствия, сдачи в эксплуатацию различных объектов с ходом выполнения указаний и поручений правительства Республики Таджикистан, встреч с жителями с рабочей поездкой прибыл в Хатлонскую область. В селении Новобод сельского джамата Ифтихор района Абдурахмани-Джуми президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился со строительством жилых домов, условиями проживания жителей, пострадавших от стихийного бедствия, и провел с ними беседу. Как было сообщено, на новом участке, выделенном для строительства жилых домов для жителей, пострадавших от стихийного бедствия, планомерно продолжаются строительные работы. Здесь строятся со всеми условиями жилые дома для 20 семей. До сегодняшнего дня большая часть из них построена. Строители заняты внутренней отделкой комнат. Для создания новых жилых домов каждой семье выделено по 10 соток земли. Также для завершения строительных работ выделено по 10 тонн цемента, 100 штук шифера, 10 кубометров досок, 2 тонны арматуры и другие необходимые строительные материалы. Наряду с этим, по указанию лидера нации, полным ходом идет ремонт домов. Пострадавшие семьи будут обеспечены всей необходимой бытовой техникой. На новом участке также предусмотрено создание необходимой для жизни инфраструктуры. До сегодняшнего дня проведена отдельная линия электропередачи. Планомерно продолжается подача питьевой воды, создание медицинского пункта, строительство и асфальтирование автомобильных дорог и тротуаров. В кратчайшие сроки здесь для жителей будут созданы все необходимые условия. В ходе ознакомления и теплых бесед глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поинтересовался жизнью и бытом пострадавших семей и заявил, что правительство Республики Таджикистан осуществит все необходимые меры для создания благоприятных условий для жизни, полного возмещения ущерба и строительства современных жилых домов со всеми удобствами. В свою очередь, жители выразили благодарность лидеру нации за своевременную помощь, создание благоприятных условий во временном поселке, обеспечение продуктами питания и другим необходимым оборудованием, заявили, что с самого начала стихийного бедствия они не чувствовали себя одинокими. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что 15 других семей были переселены из окрестных мест, которые тоже находились под угрозой. Для них выделены земельные участки, необходимые строительные материалы для создания жилых домов. Напомним, что в результате сильных проливных дождей, повышения уровня подземных и надземных вод, превышение уровня воды в поймах рек 6 и 7 мая текущего года в районе Абдурахмани-Джуми произошло стихийное бедствие, в результате чего 20 жилых домов жителей селений Ифтихор были полностью разрушены. Благодаря оперативным спасательным мерам, к счастью, обошлось без жертв. Материальный ущерб, нанесенный населению, будет полностью возмещен по непосредственному поручению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. С первых дней процесс ликвидации последствий стихийного бедствия, обеспечение пострадавшего населения временными палатками, предметами домашнего обихода и продуктами питания находился под личным контролем главы государства. А для оказания своевременной помощи и всесторонней поддержки пострадавших руководству области и района в ходе телефонных разговоров главой государства, уважаемым Эмомали Рахмоном, были даны решительные и конкретные поручения. В результате стихийного бедствия также были повреждены другие вспомогательные объекты – дороги и мосты, линии электропередачи и водоснабжения, а также пахотные земли.
С началом строительных работ правительством Республики Таджикистан на строительную площадку было доставлено 300 тонн цемента, 300 кубометров досок, 3000 штук шифера и 60 тонн арматуры. Благодаря оперативной помощи правительства страны своевременно началось строительство жилых домов и продолжается на высоком качественном уровне и в соответствии с современными архитектурными стандартами. Таким образом, основные строительные работы в домах уже завершены. Для создания благоприятных условий на большей части объектов продолжаются работы по внутренней и внешней отделке. Хозяйства, лишившиеся пахотных земель в результате стихийного бедствия, будут обеспечены земельными участками для сева. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, вручил ключи хозяевам вновь построенных домов и осмотрел комнаты. Новые жилые дома построены с высоким архитектурным искусством и отделаны изнутри с использованием качественных строительных материалов. Также семьи, чьи дома уже достроены, стали обеспечены всей необходимой бытовой техникой – холодильниками, телевизорами, мебелью, коврами, пылесосами, шкафами, подушками и одеялами, вплоть до мельчайшей бытовой техники. Созданы все необходимые условия для проживания в новых домах. Было сообщено, что в целом строительство, ремонт и оснащение 4 домов полностью завершены. В кратчайшие сроки ключи от домов будут переданы их владельцам. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения ответственным лицам и соответствующим структурам в кратчайшие сроки на высоком качественном уровне завершить строительство оставшихся домов и обеспечить всеми условиями жизни пострадавшее население. Лидер нации также поручил до завершения работ создать все необходимые условия для проживания во временных палатках, обеспечения всеми необходимыми удобствами, в том числе постельными принадлежностями, одеждой и пищевыми продуктами, проявлять постоянную заботу о жителях. После ознакомления со строительством жилых домов основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же провел теплую и искреннюю встречу с пострадавшими от стихийного бедствия жителями района Абдурахмон-и-Джами. После ознакомления со строительством жилых домов основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, здесь же провел теплую и искреннюю встречу с пострадавшими от стихийного бедствия жителями района Абдурахмон-и-Джами. Глава государства подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан с первых дней произошедшего стихийного бедствия находилось рядом с пострадавшими жителями. Благодаря своевременному оказанию помощи появилась возможность как можно раньше начать строительство новых жилых домов. К счастью, до сегодняшнего дня большая часть строительных работ по возведению домов, предназначенных для пострадавших жителей, завершена. Было отмечено, что нанесенный стихийным бедствием ущерб полностью восстановлен. Для проживания жителей будут созданы необходимые условия. Жилые дома будут обеспечены нужной бытовой техникой. В ходе встречи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что наряду со строительством 20 жилых домов на новом участке также будет полностью создана другая инфраструктура. В том числе в соответствии с современными требованиями будут построены и сданы в эксплуатацию линии электропередачи и водоснабжения, автомобильные дороги и тротуары, а также медицинский центр. Было подчеркнуто, что работы по устранению последствий стихийного бедствия, строительству жилых домов на новом участке находятся под постоянным и непосредственным контролем президента Республики Таджикистан. Будут приняты все меры для скорейшего переселения оставшихся семей. Глава государства поручил ответственным лицам соответствующих ведомств обратить особое внимание на качество строительных работ и создать все условия для проживания пострадавших в новых домах. Также ускорить строительство жилья для 15 других семей и переселить их на новое место жительства. В ходе своих выступлений жители района Абдурахмон-и-Джами, пострадавшие от стихийного бедствия, выразили благодарность главе государства за прибытие и личное ознакомление с жизнью и бытом пострадавших, материальную и моральную поддержку населения. Они отметили, что с первых дней бедствия ощущали постоянную поддержку правительства Республики Таджикистан, были обеспечены продуктами питания, одеждой и другим необходимым оборудованием. Жители выразили глубокую благодарность главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, за внимание и отеческую заботу. Заверили, что своим упорным трудом в будущем они превратят это новое место в один из самых благоустроенных уголков. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хаталунской области прибыл в Вахшский район с целью ознакомления с ходом работ по строительству и устранению последствий стихийного бедствия
на пострадавших участках. 15 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своей рабочей поездки в города и районы Хатлонской области прибыл в Вахшский район. Целью поездки главы государства в Вахшский район является ознакомление с ходом работ по строительству и устранению впоследствии стихийного бедствия на пострадавших участках. Поездка президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с пострадавших участков селения Иттифок сельского джамаата Биссолаги и Стеклоли Таджикистан, 20-летия независимости Таджикистана. Глава государства ознакомился с ходом работ по устранению последствий стихийного бедствия и строительства жилых домов, предназначенных для пострадавших семей, а также провел теплую и искреннюю беседу с жителями. Напомним, что утром 11 мая 2021 года в результате сильных проливных дождей и силевых потоков Вахшскому району, в том числе селения Машал, Биссолаги и Стеклоли Таджикистан и Вахдат, был нанесен большой экономический ущерб. Были разрушены 41 жилой дом, 33 дома частично, 130 вспомогательных объектов, 8 мостов, 10 километров автомобильных дорог и 1933 гектара сельскохозяйственных угодий. К сожалению, стихийное бедствие унесло жизнь одного человека. В целом общий ущерб от стихийного бедствия составил 22 миллиона 711 тысяч сомони. В ходе встречи и беседы с пострадавшими жителями глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал население никогда не падать духом и заверил их, что до сентября текущего года все разрушенные дома будут полностью восстановлены. Также руководство соответствующих министерств, ведомств и структур, отвечающих за реконструкцию жилья и оказание помощи населению в случае стихийных бедствий, было поручено внимательно следить за ходом строительных работ и еженедельно отчитываться перед главой государства о результатах. Следует отметить, что ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлению домов лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет постоянное внимание, а ход работ по благоустройству находится под непосредственным контролем главы государства. Пострадавшие жители селений Биссолаги и Стеклоли Таджикистан, Вахдат и Машал Вахшского района выразили признательность лидеру нации за гуманные действия оказания помощи и поддержки. Сегодня в рамках своей рабочей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Биссолаги и Стеклоли Таджикистан Вахшского района заложил камень-фундамент двух новых школ – средней общеобразовательной школы и школы-интерната для детей-сирот и беспризорных имени Мирзо Саторова. 15 июня в рамках своей рабочей поездки основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Биссолаги и Стеклоли Таджикистан Вахшского района заложил камень-фундамент двух новых школ, средней общеобразовательной школы и школы-интерната для детей-сирот и беспризорных имени Мирзо Саторова. В ходе презентации проекта нового объекта было сообщено, что школа будет построена в соответствии с современными требованиями и будет состоять из одного этажа, включая научные и лабораторные кабинеты, библиотеку и другие вспомогательные помещения. Новая школа предназначена на 480 учащихся в 2 смены. Следует отметить, что со строительством этой школы будет устранена проблема жителей селения Биссолаги и Стеклоли Таджикистан и заложена основа для развития сферы образования в районе. По информации ответственных лиц, после сдачи в эксплуатацию нового учебного корпуса проблема, связанная с отсутствием школы и отдаленностью с местом проживания, полностью решится, улучшится качество обучения и воспитания. В ходе презентации школы-интерната для детей-сирот и беспризорных главу государства проинформировали о том, что это учреждение будет построено с учетом мировых требований. Школа-интернат будет состоять из одного общежития на 480 учащихся, центра здоровья с 6 кабинетами, столовой на 480 мест и гостиной для родственников учащихся. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил строителям и ответственным лицам внимательно следить за ходом строительных работ и завершить их на высоком качественном уровне и с соблюдением архитектурных требований. Объект будет построен международной благотворительной общественной организацией «Эхио и Сомоньон» «Возрождение саманидов» и будет сдан в эксплуатацию к 2023 году. Инициатива по строительству общеобразовательной школы и школы-интерната в сельской местности Вахшского района направлена на улучшение инфраструктуры сферы образования и создание благоприятных условий для воспитания и обучения. Таким образом, за последние 3 года в районе было построено и сдано в эксплуатацию
несколько школ и дополнительных классов, что улучшило условия и возможности для воспитания и обучения. Созидательные инициативы лидера нации вдохновляют работников сферы образования Вахшского района. Они заверили сделать образовательную политику главы государства основой своей работы и внести достойный вклад в дело правильного воспитания подрастающего поколения. 15 июня лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с ходом строительства жилых домов, предназначенных для пострадавших жителей, и устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего 11 мая в селе Иттифох, селения Бисолаги Истихлоли, Таджикистан, провел встречу с пострадавшими жителями селения Вахшского района. 15 июня лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с ходом строительства жилых домов, предназначенных для пострадавших жителей, и устранения последствий стихийного бедствия, произошедшего 11 мая в селении Иттифох сельского джамуата Бисолаги Истихлоли, Таджикистан, провел встречу с пострадавшими жителями селений Вахшского района. В ходе беседы с пострадавшими от стихийного бедствия жителями глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что государство и правительство Республики Таджикистан принимают все меры для устранения последствий этой трагедии и постоянно находятся в курсе дел и проблем пострадавших семей, а ход работ по строительству и восстановлению жилых домов жителей находится под постоянным контролем правительства страны. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным лицам соответствующих министерств и ведомств, республиканских и областных структур использовать все имеющиеся силы и технику для скорейшего восстановления домов, дорог, мостов, канав, прорванных дамб и других объектов инфраструктуры, в кратчайшие сроки завершить оставшиеся строительные работы. Здесь же глава государства вручил ключи ряду жителей селения Иттифох, чьи дома уже полностью построены. Построенные дома состоят из 3 и 4 комнат, обеспечены всеми условиями для проживания. В свою очередь, пострадавшие жители селения Вахшского района выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную помощь и поддержку. С благодарностью отметили, что сегодня они живут в мирном и суверенном государстве и находятся под постоянным вниманием высшего политического руководства страны. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Хатлунской области с целью ознакомления с работами по устранению последствий от стихийных бедствий и ознакомления с ходом восстановления жилых домов граждан, прибыл в город Куляб. Глава государства в знак уважения к предкам, вначале посетив усыпальницу выдающегося ученого и мыслителя Мир Саида Али Хамадуни, путем чтения аятов из священного Корана помолился во имя мира и стабильности в суверенном Таджикистане, спокойствия жителей страны, прогресса и процветания Родины. «15 июня лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Куляб посетил места, пострадавшие в результате селевых потоков. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале осмотрел поврежденную автомобильную дорогу при среднем общеобразовательном учреждении номер 53 и ознакомился с работами по устранению последствий стихийного бедствия на канале Девоносой. Было сообщено, что воды каналов Шураксой протяженностью 6251 метр, Девоносой протяженностью 6700 метров и Тебалай протяженностью 18700 метров протекают через территории районов Шамсидин-Шухин, Муминабад и верхнюю часть города Куляба и полностью внутри населенных махалей города. Вода упомянутых каналов стекает в речку Куляб и впадает в реку Яхсу в Асейском районе. До сегодняшнего дня с привлечением необходимой техники в наиболее пострадавших от стихийного бедствия махалей Хатирох, Даминзуда и Нонбой-Пойон проведены восстановительные работы. Очистка от наводнений, и в общей сложности было выведено 5000 кубометров грязевых потоков и ила. Здесь же президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указания и напутствия рабочим по ускорению строительных работ. Сегодня также лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с ходом восстановительных работ жилых домов граждан, расположенных в жилом квартале Даминзода города Куляб. Отметим, что в результате обильных осадков и селевых потоков
11 мая текущего года в городе Куляб 3 жителей погибли, 43 дома полностью были разрушены, 102 дома частично. Пострадали 606 вспомогательных сооружений, 4 школы и дошкольных учреждения, 6 километров дорог, 10 мостов, около 25 километров линий электропередачи, 65 железобетонных опор, 7 трансформаторов, 13,5 километров берега укрепительных сооружений, 500 метров водопроводных труб и другие инфраструктурные, производственные, социальные и коммунальные объекты. Согласно указаниям главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, строительство домов граждан осуществляется республиканскими, областными и городскими организациями и учреждениями. И до сегодняшнего дня построено и сданы в эксплуатацию 7 домов. Здесь лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, вручил ключи от нововозведенных, благоустроенных и оснащенных со всеми принадлежностями домов Назарову Ислому и Азизовой Малике, построенной Министерством внутренних дел Республики Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.